Наш сённяшні гость, прадстаўнік ініцыятывы байпол, ініцыятывы былых сілавікоў, былы кіраўнік аднаго з аддзелаў знакамітага Губазіка, былы выкладчык Акадэміі МУЗ. Словом, Александр Азаров. Александр, прывітанне. Добрый день. Александр, вось беларускія незалежныя медыа даволі часта апошнім часам, ўжо фактычна з 2020 году, сутыкаюцца з такой сітуацыяй. Да іх звяртаюцца родныя палітвязняў і гавораць: на прамілы Бог, не пішыце пра нашага родзіча, які за кратамі. Нават не паведамляйце факт, што его затрымалі, бо нам адвакат ці следчы сказаў, што, барані Бог, штосьці як бы выцече, вы ж зробіце горш яму і себе. Вось. Я недавно эту тему обмерковывал, як рабіць в этой ситуации СМИ с журналистами, с коллегами. У меня до вас пытанне як до человека, які як бы сидел по той бок. Вот наколькі гэтыя пагрозы следчых, сапраўды реально, ці можа следчы зрабіць горш своему подследному, коли про его справу пишут? Но вообще мотивы следователя в данном направлении или оперативного сотрудника, они связаны с тем, что он не хочет, чтобы о его деятельности узнавали СМИ, узнавала общественность. То есть он расследует дело, ведет дело оперативного учета, задерживает людей, проводит обыска, и он не хочет, чтобы об этом кто-то знал из общественности. И он боится этого, потому что тогда его действия станут открытыми, и каждая его ошибка, что он неправильно сделал и совершил преступление, будет донесена до людей. Вот. И поэтому они таким образом угрожают: никому ни в коем случае не рассказывайте ничего о задержании, об уголовном деле и вообще об этом случае. То есть это исходит только из этого. И поэтому они берут иногда подписку о неразглашении у участников процесса. Если человек участвовал в каких-то следственных действиях, они могут взять подписку, где будет написано, что я обязуюсь не разглашать информацию, которая мне стала известна в ходе следствия, и предупрежден об уголовной ответственности. Вот если человек, конечно, дал такую подписку, он предупрежден об уголовной ответственности, там написана конкретная статья, тогда ему и не следует нарушать закон. А все остальные родственники, друзья, знакомые, кто об этом узнал, имеет право об этом рассказывать без никаких проблем для себя. Вот. И это даже нужно рассказывать, потому что все преступления режима должны доноситься до общества, до мировой общественности. Не нужно бояться вот этих угроз. Вся власть Лукашенко и так называемых правоохранительных органов построена именно на запугивании. Они всегда запугивают людей. Вот, нельзя вестись на эти запугивания. Не нужно обращать на них внимание. И нужно исходить из того, что они всегда врут. Сейчас система силовых органов построена только на лжи. Все, что они говорят, нужно изначально критически оценивать и не верить ни одному их слову. Следчы реально можа пагоршыць становішча падследнага за тое, што хтосьці, скажем, разгласіў таямніцу следства, ці самы факт, што ён эту справу вядзе, ці што ён так абыходзіцца з падследным, ці это фактычна просто запалохванне такое пустое. Я вас папярэджваю, не дай Бог вы скажете, а калі скажут, і ладно. Я же нічога не могу, да и не буду рабіць. Якая версия больше реалистичная? Вообще следователь у нас, он лицо не самостоятельное, он не может сам принимать серьезных каких-то решений. То есть он может угрожать, но, к примеру, применить меру пресечения, другую, подписка о невыезде, либо заключение под стражу, да, это решение принимает также не следователей. Это решение принимает начальник
следственного отдела, который подписывает тоже постановление, и также прокурор, который дает санкцию. То есть следователь может, конечно, угрожать, но он мало что решает. Все вот эти решения принимаются коллективно, с участием руководства следственного подразделения и с участием прокурора, который ставит санкцию на проведение мероприятий. Вы на самом початку сказали, что следчому неприемно, когда его, так сказать, кухня, что называется, часом не вельми, как бы сказать, пристойная, робится здобытком галосности. Так вот, эта инициатива, как бы особистая инициатива следчих, ці гэта агульная линия, что называется, системы аппарата, и всем им говорится, что вы повинны, так бы мовить, родне сваякам тех, кого вы допытываете, над кем ведете следствие, попередить, что не дай бог, барани бог, что они что-то проболтаются. То есть вот эта огульная линия есть ведомства. Те это вот один следчий такие, другой такие. Нет, огульной линии такой нема. Значит, руководству вообще до лампочки, как говорится, на то, чтобы эта информация дошла до общественности. Это именно боятся исполнителей, то, что их работа, их конкретные действия будут доведены до общественности. То есть нету каких-то ограничивающих законов, постановлений, инструкций, ограничивающих распространение информации. Это чисто вот инициатива самих исполнителей. Другое мое питание, такое, я думаю, оно вельми многих цікавить, турбує, полохає. Это той вал, каскад покаяльних відео, які ми зараз бачимо на відомих каналах. Губазик, «Желтые сливы», у Озаренка. Они просто косяком идут, лезь не кожный день, а может навіть и по несколько за день. Як это робится? Причем часто мы бачим, что вот буквально литерально человека вот только арыштовали, ці там гадзіну-две арыштовали, до того он там выступал, клеймил, значит, режим. Проходит несколько гадзін, и этот человек, бачно, что весь как бы морально зламаны на фоне этой двери, кажет, что я таки-сяки. Як это робится? Ну, вообще, когда я служил, такого не было. Это придумано было после августа 2020 года, именно в ГУБОПике, в 3-м управлении под руководством Михаила Бедункевича. И, насколько я знаю из источников в ГУБОПике, значит, создается аура того же ГУБОПика, что это такая страшная машина, что если ты туда попал, то тебя перемелет, и все, и жизнь твоя закончена. И этим пользуется ГУБОПик. Они зачастую вообще задержат людей, не обладая никакой информацией, доказательствами его преступной деятельности, так называемой. То есть они проводят массовые отработки, к примеру, людей, которые подозреваются в участии в протестах, просто задерживают всех подряд, вот, и привозят к себе в здание. Но для того, чтобы человек подвергся их влиянию, нужно силовое задержание. Для этого берутся сотрудники СОБРа, обычно ГУБОПик сотрудничает с СОБРом, который одевает экипировку специальную и задерживает человека с применением силы, применением, возможно, даже избивает его при задержании, пугает его, врываясь в квартиру, выламывая дверь иногда. Дети могут быть, там, женщины. То есть это создает такую обстановку, что человек находится в сильнейшем стрессе. Его быстренько хватают, заламывают руки, выволакивают, даже, может, и в тапочках. И пока его везут, в машине его также обрабатывают, могут бить по дороге. Его привозят в здание ГУБОПика, приводят в кабинет. Там собирается большая, значит, группа сотрудников для создания психологического давления. Ну, человек 10 собирается, и они даже могут, кстати, не применять насилие, они вокруг него по очереди кричат, бегают, стучат по столу, орут, там угрожают его, там расстрелять, там высшая мера наказания применить, там посадить на всю жизнь в тюрьму, что угодно. Значит,
лишь бы он что-нибудь рассказал. То есть они даже сами могут не знать ничего про него, кроме того, что он, допустим, в августе привлекался по 23-34, и все на этом. Вот, и они от него требуют признания в чем угодно, сами не зная в чем. Вот, и человек после, допустим, какого-то продолжительного времени, час будут там над ним таким образом издеваться, обрабатывать его, вот уже готов сказать: все, значит, хорошо, что вам надо. Вот, и таким образом они говорят: ты рассказываешь нам что-нибудь, мы видео записываем и тебя отпускаем. А нет, ты едешь в тюрьму, мы составляем протокол, по той же опять 23, 34, 15 суток, потом еще 15 будет, а потом уголовное дело возбудим. Вот. Либо ты просто записываешь видео, и нам больше ничего не надо. Поверь нам на слово. Вот. И человек взвешивает, что лучше тюрьма или записать видео и пойти домой, и в принципе соглашается на записание видео. И под диктовку они ему дают листик, даже неважно, участвовал он в чем-то или нет, там, к примеру, что он записался в план Перемога и был задержан поэтому. Вот он это все читает, и его после этого в большинстве случаев домой все-таки не отпускает, потому что верить, как я сказал, им нельзя. Каждое слово сотрудника нужно критически оценивать. И изначально нужно считать, что это вранье полное. Вот тогда люди будут как-то понимать, как себя вести. Его закрывают все равно, потому что им нужны показатели служебной деятельности. Все они должны либо задерживать людей, составлять административные протоколы, либо уголовные дела. Но в большинстве случаев ограничивается протоколами административными, и сейчас у них показатели еще количество суток. Чем больше суток дадут человеку, тем лучше их показатели в работе. Поэтому они едут к судье и просят дать максимально возможное. Вот. И человек дает эти показания именно под таким сильнейшим психологическим либо физическим давлением. Можна разумець в этом сэнсе не толькі ў Беларусі, як бы калі следчыя органы, тым ліку і рознымі спосабамі ў розных краінах дамагаюцца як бы прызнання, то есть дамагаюцца інфармацыі. Гэтым займаюцца, я кажу, в розных краінах розныя як бы органы. Але навошта патрэбна менавіта пакаянне? Это, пакаянне, мне здаецца, юрыдычнага пагледжання ніякага сэнсу як бы асаблівага не мае. Каешся, ты не каешся, органам трэба інфармацыя. А інфармацыя, што я вінаваты, я кепскі, яе няма. Вот хто вызначыў, што трэба менавіта, што яны каяліся? Это, как я говорил, ноу-хау третьего управления ГУБОПИК. Они придумали это для того, чтобы унизить протест. Человек, вот он был, стоял на баррикадах, кричал там свободу политвязням там, или еще что-нибудь, выборы сфальсифицированы, махал флагом, а тут он стоит уже заплаканный и рассказывает, что он ошибался, и просит прощения. То есть это унижение, это пытки человека. Вот им это нужно для самоутверждения. Они эти видео публикуют, и это повышает их самооценку, и они издеваются над людьми и показывают, что вот смотрите, мы здесь такие мачо, значит, милиционеры, наказываем вот этих вот, когда он на улице, значит, герой, а попадает сюда, он уже плачет и наложил штаны. И они друг другу даже показывают: смотрите, какие змагары, это ж не мужики вообще, это там, как можно идти на сторону протеста, поглядите. Вот мы, да, за Лукашенко. Лукашенко сильный мужик, мы все такие здесь матерые, а эти, это вообще, блин. И то есть они этим создают имидж оппозиции, что оппозиция это вот тряпки, это вообще не люди. То есть если ты силовик, ты служишь Лукашенке, ты мужик, а уходишь туда, ты видишь, кем ты станешь. Вот. То есть это психологическое давление. Чья это придумка конкретно? Карпенкова, Бедункевича, когосьці іншых, какие-то, магчыма, у них инструкторы были, какая-то политичная крыша. Вот они все-таки это сами придумали, и это некие люди, я не ведаю, из администрации Лукашенки, может быть. Не, это они придумали сами. Просто в третьем управлении собрались люди как раз такие без принципов, которые ненавидят все белорусское и
свято служат Лукашенко и России в том числе. Для них Путин – это герой, и если была возможность, они бы его портреты в каждом кабинете повесили. Вот, и, глядя первое покаяльное видео, я опознал кабинет, в котором происходили эти записи. Это кабинет начальника отдела 3-го управления Луневича Игоря Павловича. То есть, если по логике смотреть, что первое видео снимались в его кабинете, соответственно, я так предполагаю, что это его и придумка. Вот, а он верный пес Бедункевича, он на всех совещаниях еще в то время, когда я там служил, Бедункевичу на все вопросы отвечал: так точно, разрешите выполнять. Бедункевич смеялся довольный и говорил: да, молодец, хороший сотрудник. То есть, вот я думаю, что это он и придумал. Почин, назовем так, этого 3-го управления, он распаўсюджваецца на іншыя, на КДБ, скажем, на Следком, на міліцыю, на іншыя падраздзяленні. То есть вот як бы пайшло по всей краіне, ці гэта як бы ноу-хау, жанр Губопика, они только этим и занимаются. Да, я не замечал, чтобы другие подразделения использовали этот метод. Честный офицер, сотрудник не может вообще такое записывать. Это противоречит этике офицера, противоречит всем законам. Вот поэтому никто не записывал, кроме Губопика. Губопик – это такое подразделение, которое нужно искоренить в будущей Беларуси. Вы видите, только они этим занимаются. Остальным противно, видимо. Даже КГБ такое не проводит. Я знаю, что кроме угроз они и применяли физическое насилие, избивали людей и унижали. К примеру, я общался с правоохранителями и рассказывал, что есть такое понятие, как внутрикамерная разработка. Вот агент специально подсаживается, который принуждает человека написать явку с повинной. У них здесь такого даже понятия нет, они не понимают такого. Как такое может быть? Нарушение прав человека. В советские времена у них еще что-то такое было, но сейчас этого нет. То есть у них, если ты попал в места лишения свободы, то ты там просто находишься и все. А у нас же система создана для того, чтобы над тобой там издевались и принуждали тебе говорить то, даже чего ты не совершал. И в нашей же системе также человек, если попадает в места лишения свободы, то вот мы делали расследование, Слава Волк, так называемый, агент Губопика, который находится сейчас здесь, в Варшаве. Значит, он как раз и занимался принуждением людей к даче показаний. И к нам обращались люди, которые говорили, что он с ними творил такие вещи, которые я даже не могу сказать никому. Я находился в камере, где находился вот этот так называемый пахан Слава Волк, старший камеры. Меня к нему сажали в пресс-хату, и он надо мной издевался, унижал меня, избивал для того, чтобы я там дал показания. То есть людям достаточно рассказать вот эти факты, что с ними может быть в будущем, и люди могут сломаться и готовы идти на все, чтобы такого с ними не случилось. Но люди бывают разные. Вы знаете, вот Статкевич, допустим, да, он не пишет покаяльных видео, да, вот. Дедок не записал никаких видео. То есть это зависит еще от человека. Ломать спрабуюць всех так ці інакш. Ці ёсць люди, которых як бы, и не варта ломать, магчыма, адчуваюць, что такого не зламаешь, так сказать, сабе даражэй. Ці все ж таки спрабуюць всех, не атрымалася, пошли далей. Вот какая тут логика, який принцип дзейнасці? Нет, всех ломать не будешь, да. А Слава Волк, к примеру, один в СИЗО-1 на Владарского находился, он не может ломать тысячи людей. К нему подсаживали только интересных каких-то людей, которые имеют влияние. То есть люди известные. То есть всех подряд к нему не посадишь, только выборочно. И выборочно он проводил работу. Но то, что даже если ты видишь, что человека не сломать, у них даже азарт есть такой, что он якобы говорит, что не сломается, но мы посмотрим сейчас, как он не сломается. Вот как раз таких они и тоже больше всего и ломают.
вот на такие фигуры, ну вот некоторых вы назвали, скажем, тот же Статкевич, я не ведаю, Колесникова, Бабарыка, ну вот з іх пункту гледжання было б спакушальна, напэўна, калі б, умоўна кажучы, Бабарыка, там самы рэйтынгавы палітык, дагэтуль, дарэчы, паводле Chatham House, ну вот калі б ён казаў, што мне там, я не ведаю, хто Кремль ці ЦРУ там далі грошы, вот я каюся перед Александром Григорьевичем, ну это было б прыемна. Сходитесь. А что, не атрымліваецца з яго гэта не атрымалася и не атрымліваецца? Ну, я вот не знаю, применяли ли какие-то методы в отношении Бабарика. Возможно, в отношении очень известных политиков, которые имеют, которые политики международного значения, которые знакомы с политиками иностранных государств и могут рассказать о том, как он отбывал наказание, какие методы к нему применялись, донести это до мирового сообщества, и ему поверят, возможно, таких боятся трогать. Потому что вот я не слышал, чтобы вот в отношении таких людей применяли какие-то меры. В отношении обычных граждан то запросто, а вот таких вот, я думаю, что навряд ли они применяли. При конце просто як профессионалу вам питання, як некоторые кажут, что любого можно сломать, да? Ну, не знаю, я не пробовал. Дякую. Нагадаю, што з намі быў прадстаўнік арганізацыі Байпол, арганізацыі былых сілавікоў Александр Азаров. А за тым, як будуць развівацца падзеі далей, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум. Дзякуй, да пабачэння.